Салям Цезбе, здравствуйте, меня зовут Ажар, и если вы разговариваете на русском языке и хотели бы научиться на казахскому языку, но у вас, возможно, раньше не получалось, то мои видео как раз-таки предназначены для вас. В каждом моем видео я демонстрирую легкий, быстрый, эффективный способ запоминать казахские слова очень быстро. Поэтому не верьте мне, не верьте моему слову, может, я вас обманываю. Проверьте, пожалуйста, этот способ. Этот способ очень работающий. Вы можете использовать этот способ не только в отношении казахского языка, в отношении любого другого языка, в отношении любой другой науки, дисциплины и так далее. Сегодня мы будем рассматривать и запоминать такое слово, как камбат. Вот в начале «к» с хвостиком она звучит как «к». Не «к», не «х». Извиняюсь. Камбат. Камбат. Переводится как «дорогой», «ценный» или «драгоценный». Я подобрала вот такое, ох, какое шикарное, дорогущее кольцо или браслет. Это похож на кольцо больше, да? Вот. Это камбат. Камбат – вещь. Но это слово камбат можно использовать не только для того, чтобы описать какую-то вещь, которая имеет большую цену. То есть этим словом можно описать также и отношение к чему-то или кому-то. То, что является для тебя ценным, то, чем ты дорожишь. Вот. И мы, как обычно, по обыкновению, начинаем составлять предложения, подставляя вместо дорогой, ценный, драгоценный слово камбат. У меня есть камбат сережки с бриллиантом и также камбат кольцо с бриллиантом. Некоторые люди любят кататься на очень камбат автомашинах. В Алмате таких, кстати, много. Как-то один, кто же, россиянин, по-моему, приехал к нам и говорит: слушайте, в Алмате можно увидеть все марки, все последние модели дорогих машин. То есть это, как говорят же, казахи без понтов, беспонтовые казахи. То есть, казахи любят кататься на дорогих машинах, на камбат машинах. И я их абсолютно за это никак не критикую, не обесцениваю, потому что каждый человек получает только то, что он получает, только то, что он хочет. Хочет, мечтает, без проблем, получает. Вот. Как это у русских, между прочим, есть такая пословица или поговорка. Точно не могу сейчас, я даже сейчас не могу вам сказать, в чем разница между пословицей или поговоркой. Если что, напишите мне в комментариях, пожалуйста. Вот, которая звучит примерно так: мы не такие богатые люди, чтобы покупать дешевые вещи. То есть, когда ты покупаешь камбат вещи, да, они служат тебе долго, верой и правдой. Когда ты покупаешь дешевые вещи, ты очень много на этом тратишь. Во-первых, они долго они выходят из себя, они из строя, они теряют внешний вид, они теряют свои функции, они недолговечны, они могут тебя подвести в самый-самый ответственный момент. Поэтому окружайте себя хорошими, качественными камбат вещами. Камбат — это не обязательно миллионы. Хорошая вещь. Например, вот раньше у меня был телефон, Ericsson был, потом Samsung был, и вот в какой-то момент я решила купить себе iPhone. Вы знаете, второй уже iPhone, и это, конечно, дорогой камбат телефон, но скажу вам, что он мне столько
хороших служб сослужил, да, и у него и фотографии очень качественные, плюс цвет передает. Ну, вот мне как человеку, который все время занимается одеждой, тканями, цвет, да, вот очень важно, когда телефон передает хороший цвет. Вот как бы цвет, который соответствует действительности. И вот iPhone наиболее приближен, хоть он и комбат, но он отрабатывает свои деньги. Явно уже давно отработал и до сих пор отрабатывает. Вот. Так что так, в эмоциональном плане. Вот, например, некоторые, я вчера рассмотрела фотографии из молодости. Мне нужно было там послать одному человеку. Вот. И некоторые фотографии, они вроде такие черно-белые, они такие старые, у них там качество вот такое размытое, изображение размытое. Но они мне настолько комбат, я прям сидела и вчера и ностальгировала по своей молодости. И такая смотрела, как я изменилась с молоду, что нужно бы еще сбросить вес, вот, чтобы мое лицо помещалось в объектив этого комбат айфона. Это была шутка. Вот. И для меня вот эти фотографии, хоть они некачественные, хоть они сделаны как-то, ну, непонятно вообще, какие-то любительские фотографии, но они для меня комбат. Почему? Потому что они во мне вызывают какие-то такие приятные эмоции. Вот. В жизни каждого человека есть люди, которые для них особенно комбат. Вот, например, для меня очень комбат человек, который, он уже умер, это философ, который, благодаря которому я, можно сказать, я возродилась из пепла, я восстала из такого ужасного, низкого состояния, вот, благодаря его мудрости, благодаря его учениям и его книгам. Книгам, мудрости и так далее. Вот этот человек для меня, можно сказать, самый комбат. Даже наравне, наверное, с родными даже. Вот. Моя дочь для меня очень комбат человек. Вот. И я думаю, что и в жизни каждого человека прямо есть несколько человек, которые прям особенно комбат. То есть, когда вы видите его, у вас все расплывается, у вас здесь возникает в сердце такая теплота разливается по всему телу, да, у вас улыбка сразу, да, не соберешь улыбку, что называется. Вот, поэтому это, знаете, иметь комбат людей, да, это тоже, между прочим, приятно для каждого человека. И это очень-очень хорошо влияет на состояние здоровья человека. То есть, когда ты общаешься с людьми, которые тебе комбат, конечно, ты получаешь положительные эмоции. Нежели, если ты общаешься с людьми, с которыми ты рядом не хочешь сидеть. Вот. Но это были предложения. А вы, в свою очередь, составляйте свои собственные предложения в достаточном количестве и окружайте себя и комбат вещами, и комбат людьми, чего я вам очень-очень-очень сильно желаю. И окружайте себя своими восприятиями, эмоциями, воспоминаниями, которые вам комбат. Потому что именно это делает нас людьми. Поэтому спасибо вам большое. Спасибо за все, за все, за все. Пишите комментарии. Сау болыңыз. До свидания.